Что построят на месте снесенных ветхоаварийных домов? Подробности в сюжете моих коллег. Самый волнительный и долгожданный день. Выпускникам школ города вручили аттестаты. Теперь об этом и другом более подробно. В эфире городского телевидения информационный выпуск новостей в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Новые здания появятся на месте снесенных ветхоаварийных домов уже к концу нынешнего года. В эти дни полным ходом идет строительство по адресам Кирова 30 и Закива-Лиди 27. Сколько квартир будет сдано в эксплуатацию и для кого в первую очередь предоставить жилье в новых этажках, расскажет Евдокия Титаренко. Буквально в прошлом году на этом месте стоял многоквартирный жилой дом. За свое продолжительное существование он, как и многие другие дома в нашем городе, пришел в негодность. Поэтому здание по адресу Кирова 30 попало в список подлежащих сносу в рамках реализации программы по переселению граждан. И вот, наконец, летом нынешнего года на месте, пустующем после аварийного сноса, начались масштабные работы по строительству многоквартирного жилого дома. Планируется построить дом на 24 квартиры, 18 квартир будут однокомнатные для детей-сирот и 6 квартир будут двухкомнатные. Данным заказчиком является администрация городского округа Сибай, исполнители Ремстройцентр. Окончание строительства планируется в конце 2017 года. Помимо развернувшейся стройки по улице Кирова, также начались работы по адресу Закива-Лиди 27. На этом месте дом был снесен 10 июня прошлого года. Здесь подрядной организацией, реализующей строительный заказ, является общество «Оптима-С». Рабочие компании возведут на пустыре двухподъездную многоэтажку на 24 квартиры. Стоит отметить, что в доме по адресу Закива-Лиди 27 приобрести жилплощадь могут все желающие. Евдокия Титаренко, Константин Малейкин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Прощание со школой – торжественное и трогательное событие, долгожданный выпускной вечер. Это лучшая пора в жизни человека, праздник юности. Накануне в Сибае во всех общеобразовательных учреждениях города провели торжественные педсоветы, посвященные вручению аттестатов о среднем образовании выпускникам 2017 года. К этому моменту старшеклассники шли 11 лет. В торжественной обстановке перед учителями и родителями юноши и девушки получили аттестаты о среднем образовании. Позади единые государственные экзамены, олимпиады и череда уроков. Впереди новый этап жизни, на который у выпускников огромные планы. Экзамены прошли довольно-таки обыденно, гораздо сложнее, я считаю, ждать результаты, нежели сами экзамены. Вот. Я лично сдавал биологию, химию, русский, обществознание, математику базовую и профильную. Я собираюсь подавать сразу в несколько городов, в Екатеринбург, в Уфу, в Казань в том числе, в различные факультеты, но преимущественно медицинский вуз. Планирую сейчас, выбираю пока вузы, ищу варианты. Грустно, конечно, немножко, но мы все взрослеем, и это часть взросления. Вообще, ЕГЭ это не так страшно, как нам рассказывали, пугали, говорили. В принципе, я не был удивлен самой процедурой экзамена, потому что друзья многие сдали уже, рассказывали, объясняли, помогали советами. Единственное, то, что удивило, это, наверное, математика профильная. Для нашего региона была сложновато, по крайней мере, в отличие от других, если посмотреть. Куда планирую поступать, даже, наверное, точно не смогу сказать. Есть только города, но смотрю Екатеринбург, Уфу рассматриваю, Самару. Магнитогорск, в принципе, не такой плохой универ, как говорят. Эмоции. Грустно и радостно одновременно. Это скачок в твоем развитии своего рода. То есть ты переходишь от более легкого к чему-то сложному. Изначально мне казалось, что экзамен это очень тяжело. Но когда пришел, в принципе, задания были очень легкие, даже легче, чем пробные. Чувствовал на экзаменах я себя хорошо, в принципе. И результатами я, в принципе, доволен. В этом году сибайские школы окончили 328 учащихся, 23 из которых покидают стены лицея Ирандык.
По словам учителей, это особенный выпуск. 4 лицеиста получили золотые медали за особые успехи в учении. Да и у остальных выпускников в аттестатах только хорошие отметки. За все 11 лет пребывания в стенах учебного заведения эти молодые люди приобрели не только знания, но и безупречное воспитание, чем всегда и отличался лицей с индивидуальной методикой обучения. Вчерашние школьники точно не потеряются во взрослой жизни, уверена директор лицея Татьяна Есипова. И я хотела бы, наверное, пожелать вам, чтобы сегодняшний вечер, сегодняшний день не был каким-то завершающим или подводящим итогом вашей жизни, а чтобы это была точка отсчета, которая позволит вам двигаться бескомпромиссно к своей цели. В каждом из вас есть достаточно сил, чтобы этой цели достичь. Вы талантливы, вы умны, вы, безусловно, одарены, каждый по-своему, но, безусловно, одарены. И главный ваш талант – это ваша порядочность и ваши личные человеческие качества. Большинство выпускников будут пробовать свои силы в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и других больших городов. Это говорит о том, что результаты экзаменов позволяют им поступать на бюджетные места престижных учебных заведений. Главное, чтобы через 5 лет с серьезными специалистами уже бывшие студенты вернулись в родной город. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитов, Радмир Асингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Как известно, лето – это период жары и отпусков. Но если солнце не радует своим теплом в нынешнее лето на родине, куда же отправляются сибайцы за порцией витамина D? Наша съемочная группа узнала, где же предпочитают отдыхать горожане в этом сезоне. Еще задолго до наступления горячей поры отпусков большинство из нас задумываются о том, как провести свободное время. Одни предпочитают тихий и спокойный отдых от всех насущных дел на диване за просмотром любимого сериала, другие находят радость и отдушину в уходе за садом, ну а третьи уже успели приобрести тур в теплые страны и готовятся к поездке на море. Как мы все знаем, лето у нас в этом году немножко подводит. Жарких дней мы видели не так много, поэтому большая часть города решила провести это время на море. В основном выбирают, конечно, заграничный курорт, отдых на море. Это такие страны, как Турция, Тунис. Очень много туристов едут в Европу, это Греция, Испания. Очень хороший отдых. И, конечно, выбирают курорты Краснодарского края. Это Сочи, это Адлер, это Крым, ну и ближнее, так скажем, зарубежье – это Абхазия. Со слов специалистов, по итогам первого месяца лета сибайцев, уже отдохнувших за границей, порядка 30% от всего населения города. Летом спрос на дешевые авиабилеты и популярных курортов крайне велик, и свободные места на нужный рейс могут закончиться за несколько дней или даже недель до вылета. Поэтому эксперты советуют приобретать понравившийся тур заранее. Евдокия Титаренко, Константин Малейкин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. По окончании первого месяца лета в Сибае пройдет уникальный конкурс «Эко-граффити». С 1 по 14 июля все участники, подавшие заявку, разрисуют граффити рисунками специально отведенную площадку города. А лучший уличный художник получит ценный приз. Подробности смотрите далее. Популярный во всем мире граффити – это изображения или надписи, сделанные краской или чернилами на стенах и других поверхностях. К граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания, на которых можно найти все, от просто написанных слов до изысканных рисунков. На данный момент по всей России уделяется большое внимание этому направлению. Во многих крупных городах выделяются специальные площадки, чтобы уличные художники смогли на законной основе разместить свои граффити-рисунки, тем самым внести яркую красочную лепту во внешний облик города. Таким образом, то, что когда-то было противозаконным и символом вандализма, в настоящее время обретает новые краски. С целью популяризации этого вида творчества коллектив Сибайского телевидения организовал конкурс «Эко-граффити». Принять участие в нем могут все желающие, независимо от места проживания. Конкурс пройдет в течение первых 2 недель июля. Рисунки будут наноситься на плитки напротив здания бывшей швейной фабрики со стороны туберкулезного диспансера. Все необходимые материалы для раскрашивания участникам предоставляет магазин «Автоцентр». Лучшую работу выберет компетентное жюри. Главный приз конкурса – спортивный велосипед. Всем участникам будут вручены поощрительные призы. Заявки на конкурс по форме фамилия, имя, отчество и эскиз рисунка необходимо прислать на электронную почту. Подробности можно узнать по телефону 5 14 94 и 5 14 95, код города 347 75.
Такими были новости среды. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. Кроме того, свои новости, вопросы или пожелания вы также можете сообщать на сотовый телефон службы новостей 8 927 303 43 43, либо писать сообщения в Вайбере и WhatsApp. Связь доступна в рабочее время. На этом все. В студии работала Наиля Ахмедшина. Удачи, до встречи в эфире.